Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как неуправляемая иномарка вылетела на автобусную остановку и снесла стоящих там людей. Они на остановке стояли, я оттуда на остановку не залетел, вот. Покажем, как «Лада» залетела под троллейбус и что выявили автоинспекторы в тоннеле. Почему не пристегивается ремнем безопасности? А также две версии одного ограбления. У меня мандраж немножко, то что я до сих пор переживаю по этому поводу. Я просто человек очень эмоциональный. Как у мужчины, зашедшего подарить нож продавцу, оказалась вся выручка магазина. Это и не только прямо сейчас. Неуправляемая иномарка вылетела на остановку общественного транспорта и снесла 3 человек, ждущих автобуса. Как-то вернуться от удара у них не было возможности, стояли спиной и не видели летящий на них автомобиль. Все произошло сегодня днем на улице Адаратского. Секунды ранее «Шкода» столкнулась с «Хондой», после удара с которой первую машину и откинула на людей. Лена Зинатульна выяснила все детали. Они на остановке стояли, я оттуда на остановку не залетел, вот. Люди на остановке не видели несущийся на них автомобиль. Они стояли к нему спиной и ждали автобус с другой стороны. «Шкода» снесла 3 человек. Всех госпитализировали. Как рассказали очевидцы, одна пожилая женщина находится в тяжелом состоянии. Наезду предшествовало столкновение «Шкоды» и «Хонды». Сам водитель чешского автомобиля не пострадал, но находился в сильном эмоциональном шоке. Тем не менее, он объяснил, почему так произошло. Вот я оттуда убегал, я остановку залетел, я его задел. А он как-то вылез, что ли? Вот он вылезал, видишь, как он стоит. Вот так вот стоял, я оттуда убегал, я его прям бочину ударил, бил. Владелец «Хонды», выехавший на перекресток, рассказал свою версию причины происшествия. Отметил, что водитель «Шкоды» мчался на высокой скорости по встречной полосе. Мы здесь пешеходки начали, пешеход переход здесь начали переходить, все, уступили всем, и мы все начали выезжать, и тут это по встречной летит. Да, даже вот тормозный путь и все, ничего нет. Бордюр снес, все снес, остановку, знак он там все снес, даже тормозного пути ничего нет. Свидетелями происшествия стали несколько очевидцев. Это жильцы дома и проезжающие мимо водители. Я считаю, что виноват тот, кто на огромной скорости ехал. Потому что, он начал выезжать на белой «Хонде», да? Начал выезжать. Как бы никого не было, понимаете, да? И тут откуда ни возьмись, на огромной скорости вылетает «Шкода». Она это я видела. Она по встречному направлению ехала или как «Шкода»? Вы знаете как? Посередине. Как-то так она ехала. Она кого-то обгоняла или просто выехала? Резко нет, она не обгоняла. В результате данного дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Шкода» отбросила на остановочную площадку, где находилось 3 людей, в результате чего люди получили телесные повреждения. Окончательная степень виновности каждого из водителей будет установлена по окончанию административного расследования. Не исключено, что в конце расследования в отношении виновника аварии могут возбудить уголовное дело. Лена Зинатульна, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Еще одна серьезная авария произошла сегодня днем на улице Танковая. Там столкнулись «Лада Калина» и троллейбус. От удара легковушку развернула. Она получила сильные повреждения передней части. По предварительной версии, в результате ДТП никто из участников аварии не получил серьезных травм. Оба транспортных средства перекрыли 2 полосы, чем серьезно затруднили движение автомобилей. Сегодня казанские автоинспекторы массово и одновременно выявляли латентных нарушителей правил движения в очередном тоннеле. Только за 1 час десятки автомобилистов получили множество штрафов за непристегнутые ремни, нечитаемые номера и нежелание пропускать пешеходов. К слову, из-за частых наездов на людей последнему нарушению уделяли особое внимание. С тотальной проверки вернулся Айрат Назипов. Почему не пристегивается ремнем безопасности? Вот оттуда только выезжал. Отговорки водителей от штрафов никак не спасали. Получали, что называется, за все. Кто-то перед выездом забыл снять тонировку, кто-то протереть номера. Были и те, кто вообще ездит без них. За последнее автомобилистам может грозить как штраф в размере 5000 рублей, так и вовсе лишение прав. Как правило, такая перспектива существенно влияет на настроение водителей. Я никакого интервью давать не буду. Особое внимание автоинспекторы уделяли тем, кто не предоставлял преимущества пешеходам. 4 дня назад штраф за это нарушение вырос до 2500 рублей. Проблема с наездами в городе довольно острая. Каждое 3-е автомобильное происшествие – наезд на пешехода. А с левой стороны пешеход дорогу переходил.
белой стороны. Вы должны уступать дорогу всем пешеходам, по пешеходным переходам переходящим. А не только с одной стороны, и слева, и справа. Впрочем, не все наезды происходят по вине водителей. Около 200 подобных аварий в этом году произошли из-за самих пешеходов. Те, кто сегодня переходил дорогу не по зебре и, несмотря на светофор, также не обошлись без штрафа в размере 500 рублей. Согласно правилам дорожного движения, при переходе пешеход должен убедиться в безопасности движения. Большинство пешеходов при переходе, как видят то, что им горит зеленый сигнал светофора, не обращая внимания, начинают переходить проезжую часть. У многих пешеходов идут, слушают музыку в наушниках, капюшоны. А вот за отсутствие знака шипы инспекторы не наказывали, ограничивались профилактическими беседами. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. 31-летнему жителю Бугульмы предъявлено обвинение в изнасиловании своей 17-летней падчерицы. Следователи установили, что в июне и в июле этого года, оставшись с девушкой наедине, мужчина ее изнасиловал. При этом пострадавшая боялась сообщить кому-то о преступлении, опасаясь расправы. Ее отчим годом ранее уже привлекался к уголовной ответственности за избиение. В конце концов, в октябре 2017 года, после того, как отчим в очередной раз пытался изнасиловать ее, она рассказала о произошедшем своему другу, который, в свою очередь, уговорил ее обратиться в правоохранительные органы. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении изнасилования. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 67-летняя жительница Набережных Челнов избила приехавшую к ней на вызов врача скорой помощи. По версии следствия, нетрезвая женщина почувствовала себя плохо, вызвала скорую помощь и уснула. Попасть в подъезд врачи не смогли, но узнали у соседей телефон женщины и разбудили ее звонком. Она спустилась, открыла дверь и обвинила медиков в том, что они слишком долго к ней ехали. В дальнейшем, поднимаясь к ней на лифте в квартиру, женщина набросилась на одну из фельдшеров, нанесла ей несколько ударов по лицу. Несмотря на противоправное поведение пациентки, медики оказали ей всю необходимую помощь. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Микрюкову предъявлено обвинение в нанесении побоев. Причастность к совершению преступления женщина признала в полном объеме. Зашел средь бела дня в магазин разливных напитков и, угрожая ножом, похитил все, что было в кассе. Такую историю рассказала продавец торговой точки полицейским. При этом нападавшего она знала, он был частым покупателем. Задержали его быстро. Мужчина сознался, что нож был, но уверял, что игрушечный. И он не угрожал им, а наоборот хотел подарить. Алла Рыкова узнала и версию о том, как у него оказалась выручка магазина. Ну, у меня мандраж немножко, то, что я до сих пор переживаю по этому поводу. Я просто человек очень эмоциональный. Вот. И для меня вот это, вот, наверное, как бы отпечатком на всю жизнь останется. Сотрудница магазина разливных напитков рассказывает, события разворачивались как в криминальном боевике. Вооруженный ножом мужчина ворвался в помещение средь бела дня и похитил из кассы деньги. Он зашел, просто встал вот сюда, вот, положил руку с ножом, сказал то, что он вернется. Сказал то, что типа давай, говорит, деньги все на стол. Чтобы руки я видел, чтобы ты на кнопку не нажимала, всю кассу сюда. Вот. Ну, и как бы я такой человек, потому что я очень боюсь подобных ситуаций. И в этом случае я предпочла лучше отдать деньги, нежели подвергать свою жизнь опасности. Продавщица считает, что мужчина таким образом отомстил ей за то, что она не дала ему пива в долг. Он еще попросил у меня пиво в долг. Ну, как бы я, соответственно, ему в долг не дала, причем я ему озвучила тот момент, то, что у нас работает камера. Вот, то, что я как бы этого сделать не могу, то, что за мной весь день наблюдают. Сказал, типа, я вечером еще вернусь. Ну и потом, в итоге, он не вечером, он минут через 20 вернулся. Уже с ножом. Девушка долго приходила в себя. Даже когда мужчина покинул магазин, полицию вызвала не сразу. Я не знала, что мне делать. Я выбежала, зашла вот в магазин на соседний Позис. Там был хозяин заведения и сотрудник. Они мне просто сказали, что давай нажимай на кнопку. Я сразу же нажала на кнопку и позвонила директору, чтобы узнать, что дальше делать. Подозреваемого пострадавшая знала, поэтому задержать его не составило большого труда. 31-летний нижнекамец уже привлекался к уголовной ответственности. Очередное уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Похищенные 8 тысяч рублей могут обернуться для него 5 годами лишения свободы. Впрочем, вины мужчина не признает. Говорит, нож был игрушечный, и он хотел его подарить детям девушки. К слову, детей у нее нет, а деньги брать не хотел. Она отдала ему все сама, отказываться не стал. Алла Рыкова, Регина Сулейманова, Максим Липин. Вызов 112.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.